то сердце, да, этой стратегии, стратегического документа, основа подхода, которая заложена, она получила название, как вот Умут уже отметила, экологический каркас. И я хотела чуть-чуть рассказать, да, вот перед тем, как придет документ на стол, да, в министерство и ведомство ляжет, вот хорошо бы понимать, о чем идет речь, потому что вот формулировки, да, вот то, что вы подняли этот вопрос, они имеют значение, и вот хорошо бы, чтобы они вот раскрывались, да, было понимание, что это такое. И поэтому сегодня мы приняли решение все-таки вот поделиться, чуть подробнее рассказать о том, что это за подход. Да, можно следующий слайд. Вот, собственно, карта экосистем Кыргызской республики, 22 класса экосистем. И с этим есть проблемы, да, и проблемы, связанные с тем, что вот Национальный статистический комитет публикует из года в год, да, одни и те же данные по площадям экосистем, и получается, что на самом деле мы мало что про них знаем сегодня, потому что мониторинг не устроен таким образом, чтобы мы понимали состояние экосистем. У нас есть только отдельные экспертные данные. При этом, если мы посмотрим на нашу замечательную страну, то мы увидим, что вот около 40% территории вообще нашей страны находится в высокогорном невальном поясе и фактически непригодны для жизни, как вот для продуктивных экосистем. Да? И это ледники, снежники, скальники, да, и это 40%. То есть, соответственно, вот те 60, которые у нас есть, да, 25 из них уже сегодня замещены на пашне населенные пункты. Да, то есть они принципиально, они сильнейшим образом изменены уже сегодня. И восстановить их в виде там, естественных экосистем практически невозможно. При этом продуктивные экосистемы, территория, которую они могут занимать, это 30-35% нашей страны. И вот по экспертным оценкам способны к воспроизводству всего 10%. Это самый-самый максимум. Из всех 22 классов на сегодняшний день речь идет о том, что может быть 3 еще способны к восстановлению. От 3 до 7. Вот такая цифра. Типов, классов. И территорий 10%. То есть на самом деле мы стоим у кромки, у самого-самого края. А для того, чтобы обеспечить благоприятную для жизни окружающую среду, нужны 60%. То есть мы на самом деле никак уже на эти 60 не выходим. Но хотя бы нам нужно, вот, чтобы вот эти 30, откуда берется этот индикатор, не только из Кунмин-Монреаля, но еще из того, что мы должны вот максимально это сохранить с точки зрения того, чтобы вот в этом нелегком веку, да, 21-м, который на самом деле грозит нам большими катастрофами и климатическими, и социальными и так далее, вот это наш спасательный круг, эти 30% экосистем. И сегодня у нас их крайне мало. Ага, дальше. Миш? Да, нажимаешь, спасибо. Вот это 25, да, видите, вот это оранжевое, это вот эти 25, которые замещены, да, уже сегодня пашни и населенные пункты, да, дальше. Тут надо будет почаще нажимать, чтобы, потому что карт много. Вот 6.18 – это территории особо охраняемые, да, которые, помните, вот в индикаторе до 10 нужно довести. Опять же, у нас есть разные данные здесь. 6.53 дает НСК, но мы вот с Надеждой Сергеевной много вокруг этого дискутировали, потому что там с Нарынским заповедником, да, это такая дискуссия. Ну, то есть вот просто… Сейчас увеличение идет за счет экокоридора. Да, сейчас еще экокоридор. Ну, то есть получается, что у нас еще вот такой вот цифра, да, она чуть плавающая, да, туда-сюда. 7.38 это вместе с заказниками. Заказники на этой карте вот таким вот нежно, ну, розовеньким цветом, да, отмечены. И вот это, видите, да, разброс, это то, что наши вот эти вот ядра. Но сегодня этого недостаточно, да, для того, чтобы вот этот спасательный круг у нас был. И для того, чтобы выжить в этой стране, да, и на этой земле, и не перейти в состояние непригодное, да, для жизни. Дальше.
Это наши леса, 6,4 территории площади страны. И опять плавающие. Да, тут есть тоже определенные плавающие цифры, но тем не менее, да, то есть мы вот видим наши леса. Да, следующее. А вот это вот ключевые территории биоразнообразия. Согласно IUCN и Конвенции по сохранению биоразнообразия, как их выделяли? Ну, это вот несколько основных индикаторов. Это наличие глобально угрожаемых видов, высокий эндемизм, или это ключевые места размножения видов, да, или уникальные редкие экосистемы. Ну, вот обратите внимание, что 3 из этих 4 индикаторов – это видовые характеристики, да, и которых нам сегодня уже недостаточно. Если мы говорим о экосистемном подходе, то видовых нам недостаточно. И при этом вот мы видим, да, какие у нас ключевые территории биоразнообразия, да, что о нас думает IUCN, что о нас думает Конвенция по биоразнообразию. Да, следующий слайд, Миш. А это чуть более приближено, да, то есть вот в рамках большого проекта СЕП, да, это Critical Ecosystem Partnership Fund, совместно с нашими исследователями и учеными были вот такие вот приоритетные территории по сохранению биоразнообразия выделены, да, то есть были выделены ядерные территории и коридоры, которые их связывают. Ну, много споров вокруг этой карты было, но тем не менее, вот она есть, и мы попытались собрать разные видения, разные взгляды на то, какие территории для нас являются суперважными, да, с точки зрения биоразнообразия и еще где-то живыми, да, то есть где-то сохранившимися. Да, можно следующий слайд. Это Эконет, тоже это был большой проект, который также работал над тем, чтобы выделить вот ядерные зоны, то есть ключевые территории биоразнообразия, вот ядра и буферные зоны, ну и коридоры. Собственно, тоже этот подход был с участием местных экспертов сделан, то есть есть международная рамка, а есть рамка, которая вот где местные эксперты тоже активно вовлекались и говорили, вот это для нас важно, вот это, вот это, вот это, да, то есть мы попытались вот синергировать, да, вот эти разные видения. Это централизиатский еще есть. Да, Это централизиатский уровень, да. Угу. Да, можно следующий слайд. А вот это ключевые орнитологические территории, дакоты так называемые, да, то есть территории, которые имеют значение для сохранения птиц, опять видовой подход, но тем не менее и сохранение экосистем, да, поддерживающих вот эти вот видовые популяции птиц, потому что, ну, ни для кого не секрет, мы находимся в уникальном месте с точки зрения биогеографии, да, потому что это пролетный путь центральноазиатский, и поэтому вот сохранение этих территорий важно не только для Кыргызстана, но и для мировой популяции птиц, мигрирующих птиц. Угу. Да, следующий слайд. Это вода, это реки. То есть вот коллеги из организации «Реки без границ», они определили наиболее значимые речные бассейны и в том числе выделяли территории, которые сохранились еще относительно и являются не до конца, так скажем, разрушенными, да. И вот сегодня просто, когда мы обсуждаем, например, строительство микрогэс, да, вот эта большая компания у нас в стране есть сегодня по строительству микрогэс, да, то дальше вопрос, а вот где ставятся эти микрогэс? Может быть, нам есть смысл определить, локализовать, да, сказать, вот здесь сохранившиеся пойменные и речные экосистемы, и нам нужно оставить их нетронутыми, потому что это основной капитал 21 века, да, нетронутые экосистемы, нетронутые в том числе водные, да, артерии. И сказать, что мы вот энергию получаем вот здесь, а вот это должно остаться для будущих поколений и для нашей с вами сегодняшней жизни. Да? Угу. Следующий. Да, и вот тут, Миша, ты должен много-много-много раз нажимать на кнопку, да, потому что это показывает процесс вот этого объединения карт. То есть, видите, вот с одной стороны, вот она карта Кыргызстана, населенные пункты пашни, потом ОПТ, то есть некие инфраструктурные вещи, а потом вот эти вот взгляды, да, с разных сторон, и вот мы их объединяли, присуждали им баллы, потому что эти баллы в зависимости от наличия национальных и международных экспертов, признания, да, на международном уровне этих карт. И вот тогда, вот, когда мы все это объединили, да, в результате получается вот такая красивая карта, да, и это карта экологического каркаса. То есть здесь
уже на самом деле министерству много не надо сильно чего делать, да, то есть достаточно взять и увидеть, что наиболее темные участки, они являются очень ценными и относительно сохранными. И это то, куда нужно, с одной стороны, разворачивать ОУПТ, а с другой стороны, реализовывать меры при участии местных сообществ, коридоры, я не знаю, микрозаповедники, ОСМ, да, то есть это другие альтернативные меры по сохранению биоразнообразия и так далее. Да, то есть там, где нужен вот этот вот совместный труд разных министерств и ведомств, совместный труд разных секторов общества по сохранению вот этих 30%. И вот тогда получается тут вот этот каркас, он и дает нам эти 30. Ну, если честно, 30 с хвостиком, но на всякий пожарный, да? Вот. И вот теперь следующий слайд, он такой грустный, да? Он с точки зрения того, что сейчас, например, как пастбище и каркас, да? И вот смотрите, вот это розовенькое, это пастбище, а каркас это вот зеленый, да? Мы просто взяли единым цветом этот каркас, сделали. И получается, что вот обратите внимание, пастбище, буквально каркас тает из-за пастбищ. И в этом смысле получается, что мы вот, ну, понимаете, да, как песок сквозь пальцы, да, мы теряем этот каркас за счет вот этого вот деградации пастбищ и переэксплуатации пастбищных экосистем. Да, и видите, практически очень мало мест, где этого давления не происходит. Угу. Следующее. А вот это дороги. Вот видите, как испещрена сегодня наша, это фрагментация сообществ, да? Фрагментация вот этого каркаса, и мы видим, как сеть дорог на сегодняшний день изрезала, да, в том числе те территории, которые дают нам жизнь, да? И это выдержка из национальных стратегических документов, что тут есть такой индикатор, что строительство и реконструкция, ремонт не менее 50% автодорог республиканского значения. И вот здесь вот есть еще вот там штрихи красненькие и оранжевые. Ну, может быть, это не очень хорошо видно на такой карте, но это будущие дороги, это планируемые дороги. То, что будет дальше разрезать территории и популяции, и экосистемы. Угу, да, дальше. Ну, тут ту карту, которую нам удалось достать, да, вот эта карта ареала снежного барса, спасибо секретариату, да. Может быть, она, не знаю, не совсем точная, да, но вы здесь поправьте, потому что пока это только вот для нашей аудитории, да, сегодня, и оно нигде пока не, это вот как бенефис, да. И в этом плане вот вы можете обратить внимание, как ареал снежного барса испещрен, опять же, дорогами, да, и вот это места, да, конфликтов, там есть вот, опять же, несколько красных, вот темно-темно-синие, видите, линии, это линии конфликта между снежным барсом и линейной инфраструктурой, это вот эта информация взята из Центральноазиатского атласа по мигрирующим видам. Мы взяли только один вид, это снежный барс, потому что он флаговый. Вот. Но, опять же, карты носят иллюстративный характер, для того, чтобы мы увидели масштаб бедствия вообще, да, то есть масштаб возможностей и масштаб бедствия. И вот следующий слайд, да, это вопросы, связанные, опять же, с климатическими изменениями. Да. Угу, Миша. Нажимает. Вот атлас, замечательный атлас, да, который был атлас изменений окружающей среды в Кыргызской республике, который был издан. И вот мы тоже наложили каркас, и вот изменения, ожидаемое изменение температуры к 40-му, и мы видим, да, где горит, да, то есть у нас горит юг, а соответственно, почему мы соединяем эти две карты? Потому что мы понимаем, что чем более разрушена экосистема, тем меньше шансов у нее остаться живой вот в таких изменениях. И в этом смысле здоровая экосистема, она выдержит. А вот экосистема, которая уже нарушена и пастбищами, и дорогами, и пользованием, а иногда и использованием, к сожалению, да,
И получается, что мы рискуем это потерять, да, и поэтому это некоторый взгляд, да, в будущее, где у нас потенциальные риски, но рядом с разрушением и вот возможной смертью экосистем, ведь это будет разрушение жизни людей, потому что без них, без экосистем, наша жизнь там тоже будет невозможна, да, и почему мы тоже об этом скажем. Да, и последний слайд, это слайд водного стресса, и вот видите, да, что это тоже места рисков потенциальных, которые нам тоже надо принимать в расчеты уже сегодня. И вот как леса и естественные экосистемы связаны с водой, да, связаны с тем, чтобы давать возможность жить, да, вот об этом сегодня мы как раз и хотели поговорить с экспертами международного уровня Анастасией и Андреем. Ну и в заключение я хотела сказать только, что вот эта вся работа, она стала возможной благодаря большой международной команде, и здесь сегодня с нами в Zoom присутствуют наши коллеги, которые также очень много сделали для того, чтобы мы получили этот каркас и так далее. Это центр ресурсы и консалтинг, да, из Ярославля. Поэтому вот эти наработки, мы надеемся, что это сейчас и станет сердцем вот этого стратегического документа. И, собственно, от себя я хочу добавить, что... Крону спасибо, что они нам дали эту возможность. Это самое главное. Это большая работа да. была, потому что вы понимаете, что это... И она была непростой, и Прон нас терпел, и не просто терпел, а всегда протягивал руку и был готов разбираться вместе, да, и понимать, да, как что. Но с моей стороны я только хотела сказать, что для меня все-таки это тоже символ надежды, да, что у нас есть этот каркас, и мы сегодня можем на нем строить экономические, политические, социальные и другие каркасы, да, в качестве надстройки и механизмов для сохранения вот того, что у нас есть.